Приглашать наших любимых детишек, чтобы они приходили чаще в театр и смотрели наши спектакли. Какими бывают театральные куклы, чем они отличаются от игрушек, зачем сцене нужны карманы и еще много вопросов, которыми интересуются юные зрители во время спектаклей. Актерам есть что на это ответить и даже продемонстрировать. Юные непоседы с огромным интересом наблюдают за работой мастера. Ведь смотреть из зала, как управляют куклы, одно, а видеть, как бутафор изготавливает своими руками каждую часть тела куклы, совсем другое. Дело это нелегкое, признается Хадид Заурова. Дина инсу ахиш сырылти цада цасюас лицевая сторона и цаста ишелоя огу шелхштина юхай ау цанхаю кулгёшшагиш. Театр кукол – это целый мир, который завораживает детей, а взрослых возвращает в беззаботный мир детства. За всей этой картиной стоят актеры. Здесь своей игрой они доносят до зрителя все идейное и эмоциональное содержание своей роли посредством неодушевленного предмета. Заинтересовать зрителя не так легко, однако при желании возможно. Через день мы работаем с куклами. У нас есть практика также. Мы управляем куклами. Действительно сложно играть, но мы играем для детей, и мы показываем всю свою любовь им в первую очередь. И уже, как говорится, кукла сама идет у нас в руках. Нравится это и детям. Каждый из них внимательно слушает актеров. Школьники впервые посетили театр юного зрителя и тем более увидели его кухню. Для каждого из них это путешествие в неизведанное. Мне понравилась кукла, козел. И мне понравилось, как красят, как управлять с ним. Мне здесь понравилось, как куклы, кинозал, гримерка. Я когда вырасту, хочу стать актером, так развлекать зрителей. Я пришла сегодня с мамой, и мне очень понравилось, как актеры разговаривают с зрителями, и мне понравилось все. Отчет творческой деятельности Ингушского театра кукол начался еще 30 лет назад. В 1998 году распоряжением Министерства культуры Республики театр кукол был реорганизован в театр юного зрителя. С этого времени в репертуаре появились не только кукольные, но и драматические спектакли. Сегодняшнее мероприятие нацелено на духовное обогащение подрастающего поколения. Сегодня мы максимум хотели показать, как зарождался театр. Хотели, чтобы дети узнали, как зарождается кукла, в каких цехах, как она вообще с самого начала зазов. Ну, в общем, мы детям сделали такой экскурс маленький по театру. И в этой маленькой истории, видео нашей, захотели показать, как вообще работает театр и как он создавался. Посетив Ингушский театр кукол, энергетикой заряжаются не только дети, но и взрослые. Секрет прост. Спектакль должен проникать в душу. Малика Измайлова, Сулейман Костоев. Новости 24.